только возможно по школе. Там до 500 отчетов можно, то есть уже около 200 отчетов уже внедрено в эту систему, а еще плюс самостоятельно там какие-то можно отчеты делать. Там военкомат, предположим, юноши такого-то года. То есть их можно тоже создавать. И система сетевой город или сетевой регион, у нас даже сейчас, скорее всего, реализуется система как раз сетевой регион. Сетевой город, когда все образовательные учреждения в этой системе и управление образования принимает все отчеты, ну даже не принимает, а берет все отчеты из отчетов школ. То есть не в бумажном виде, а заходит в школу и смотрит отчет, школьный отчет, оттуда его берет. Итак, значит, три системы. Е-услуги, так называемые, то есть автоматизированная информационная система, позволяющая реализовывать на уровне региона, муниципального или муниципалитета запись в образовательные учреждения. Сейчас, буквально в декабре месяце, в конце ноября месяца у Голодец состоялось совещание, где была регионам дано указание, может кто-то обратил на это внимание, что значит, срочно на федеральном уровне, чтобы была срочно видна очередь по всем регионам, в каком состоянии очередь детские сады. Вот. Там кто-то не выполнил это распоряжение, даже там чуть ли не сняли 2 или 3 министров образования по регионам. Ну и вот сейчас в Республике Коми, в принципе, эта очередь уже создана, и вот этот наш блок и услуги уже сконнектен с федеральным сайтом, где они все это могут посмотреть. Ну понятно, для чего это делается. Федералы хотят увидеть, сколько же нам нужно детских садов построить. И зная то, что регионы, как правило, эту цифру наоборот завышают, чтобы получить побольше денег, да. Вот. Они сейчас хотят, значит, сэкономить на этом какие-то, может быть, деньги. Значит, ну мы сейчас зайдем на пробные сайты, вернее, в пробную версию и что-то поработаем в сетевом городе. Но я еще хотел сказать, вот здесь, значит, на нашем же сайте тоже адреса для входа в систему. Вот если вы зайдете по ссылке giseorcomi.ru, то вы попадаете вот в такой сетевой город образования. Еще раз, как там коммуникация, деятельность, потом что? С вашего сайта? Деятельность, информатизация образования, и государственная информационная система, электронное образование. Ну, на самом деле адрес giseo.ercomi.ru. Но сюда вы можете попасть, будучи либо учителем, либо родителем, то есть образовательное учреждение, выбираете город, видите, уже Усинск заведен. Значит, я сказал, что значит 5 образовательных учреждений, если пока от садиков отойдем, сейчас к садикам еще вернемся. 5 образовательных учреждений Сыктывкара, это ЛНД, технический, технологический лицей, лицей номер 1 в Эжве и гимназия номер 1 в Эжве. Эти 5 учреждений были выбраны для пилота. Вот они, если в Сыктывкар зайти, выбрать город Сыктывкар, то и эти тип учреждения берем общеобразовательное, и здесь эти учреждения есть. В том числе было выбрано одно учреждение дополнительного образования и два учреждения профессионального образования, но, к сожалению, пока система не адаптирована к профессиональному образованию, хотя они уже сейчас говорят, что сделали для профессионального образования, то есть она заработает и для профессионального образования. Выбираем образовательное учреждение, ну и здесь надо ввести логин и пароль. То есть это здесь она для входа родителей, учителей, ну естественно администраторов. То есть может учитель, родитель посмотреть своего ребенка, но он увидит своего только ребенка, ясно, да? Ребенок увидит только сам себя. Классный руководитель увидит свой класс. То есть распределение ролей там задано. И включились еще в эту систему безопасники. Теперь в школах, ну, во-первых, электронные учительские появились в этих школах. То есть у каждого учителя свой ноутбук и установлен ключ безопасности. Никто, кроме классного руководителя там, или учителя, не может зайти в эту систему.
И по два компьютера в школах, где могут заходить администраторы. Ну вот в прошлом году, пока безопасники не вмешались, было очень хорошо. Можно было, так сказать, зная пароль администратора, из дома выйти. Ну, кто был администратором и что-то там поделать. Сейчас только в школе. На сайте зимнего самосбора, значит, ну, в 5-м дне там 2 файлика прикреплены в моем задании. Практическое задание для освоения модуля СГО. СГО это сетевой город образования. Открыть их надо. И вот по этому адресу давайте зайдем. Это как бы, ну, здесь испортить мы ничего не испортим. Это как бы тренировочный кеховский адрес. Заходим в Самару, гимназия 159. Еще раз повторите. Откройте этот файл, практическое задание. Для освоения, да? Да. Значит, ну что, открыть, наверное, может быть, удобнее будет этот файл в другом вообще в браузере, чтобы как бы отсюда копировать можно было. Или придется между этими бегать, между окошками. Итак, заходим в образовательное учреждение, общеобразовательное, гимназия номер 100, сколько там? 159. И первое задание берем. Вы директор школы. И вам надо посмотреть, что тут. Пришли родители, зачли